Здравствуйте, с вами «Акцент». 27 сентября в России отмечается День воспитателя и дошкольного работника. В студии Елена Афанасьевна Тамтосова, главный специалист общего образования Министерства образования и науки Республики. Елена Афанасьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Афанасьевна, какие нововведения в сфере дошкольного образования появились в последнее время? Да, действительно, система дошкольного образования Республики постоянно развивается. Мы работаем на то, чтобы качество дошкольного образования с каждым годом повышалось. Недавно Министерством просвещения Российской Федерации был проведен мониторинг лучших практик. В России выделено 15 лучших практик, из них 6 относятся к лучшим практикам Республики Саха-Якутия. И совсем недавно министр образования и науки Владимир Анатольевич Егоров выступал на совещании и семинаре Министерства просвещения о лучшей практике в сфере дошкольного образования. Это одаренный ребенок. Таких практик у нас действительно много. Я могу перечислить только некоторые из них. Это билингвальное образование, эколята, дошколята, финансовое образование дошкольников и другие. Сейчас проводится также мониторинг питания Российской Федерации. В пилотном проекте участвуют 48 регионов, в том числе Республика Саха-Якутия. Далее мы участвуем теперь как пилотный регион в мониторинге качества обеспечения дошкольного образования. Действительно, система дошкольного образования огромная. Если мы по статистике государственной говорим, что у нас всего 628 традиционных дошкольных учреждений, то на сегодня в Якутии и Саха это 908 учреждений образования. В них входят разные формы вариативного образования, в том числе дошкольные группы в школах, дошкольные группы в учреждениях доп. Образования, дошкольные группы в системе среднего профессионального образования, семейные группы, как структурные подразделения дошкольных учреждений и так далее. А какие новые детские сады открылись в республике в этом году? По плану должны вести за 2019 год 27 дошкольных учреждений. Я хочу отметить такие улусы, где вводятся 2 и более дошкольных учреждений. Сразу хочу отметить, что они вводятся по разным программам, в том числе по федеральной программе, по нацпроекту «Демография», в том числе по частно-государственному строительству. И наш республиканский проект, программа, которая оправдала себя, это Якутия в 21 веке. Такие районы, как Верхневилюйский улус, Чурапчинский улус, Вилюйский улус, Мигино-Кангаласский улус, Татинский улус, Нюрбинский улус – это те улусы, в которых должны до конца этого года ввестись 2 и более дошкольных учреждений. Также я хотела бы отметить это улусы Ленский, Нижнеколымский, Намский, Тампонский, Хангаласский, Горный, Среднеколымский, Амгинский, Алекменский и Усть-Алданский. В городе Якутске у нас 5 дошкольных учреждений до конца этого года должны ввестись, и вводятся они не только строительством, но и приобретением нежилых зданий и первых этажей жилых комплексов. Но эта практика очень хорошая, она зарекомендовала себя на уровне Российской Федерации, это опыт европейских стран, когда выкупаются в связи с тем, что в столицах очень мало мест и площадей в центрах городов, то при строительстве и возведении новых жилых зданий первые этажи отводятся дошкольным учреждениям. Вот такие у нас глобальные стройки, и мы надеемся, что с введением этих строек уменьшится количество
детей, стоящих на учете для получения дошкольного образования в детских садах. А вот как обстоят дела с очередью в детские сады? Стала ли ситуация лучше с вводом новых детских садов? Сейчас тоже огромное внимание уделяется строительству дошкольных учреждений, так как мы исполняем указ Айсена Сергеевича номер 190, где написано, что мы должны предоставлять теперь услуги дошкольного образования детям раннего возраста. Здесь я хочу отметить, что правительством действительно идет поддержка семьи, матерей. Дошкольные учреждения у нас работают в 2 нацпроектах. Это демография, когда направление содействия женщин, имеющим детей, идет. И 2-й проект национального проекта образования – это поддержка семей, имеющих детей раннего возраста. До 1,5 лет у нас мамы сидят по уходу за ребенком дошкольного возраста. Да? Дошкольные учреждения мы обязаны с 1,5 лет принимать, и не только в традиционные дошкольные учреждения, но и выход через различные формы дошкольного образования. Я хотела бы тут отметить очень хорошую практику в Верхневилюйском районе, когда они создают семейные детские сады, семейные группы, как структурные подразделения дошкольного учреждения. Вот в таком плане мы со всех позиций рассматриваем строительство дошкольных учреждений, доступность дошкольного образования и поддержку семей, имеющих детей, через открытие во всех дошкольных учреждениях консультационных пунктов. То есть мама, сидя по уходу за ребенком, может бесплатно получить любую консультацию в близлежащем дошкольном учреждении. Елена Афанасьевна, спасибо вам большое за интересную беседу. Вам спасибо. С вами был «Акцент». До новых встреч.